Если задаться вопросом, где в Казани больше всего воды, то ответ, возможно, будет и неожиданным, зато очень наглядным. Озеро Кабан, вернее, это 3 озера, соединенных протоками, и по разным подсчетам их протяженность от 6,5 до 10 километров. И это самая большая по площади озерная система в Республике Татарстан, целых 193 гектара. А уж сколько легенд сложено об озере Кабан, наверное, даже и подсчитать не получится. Так что давайте сегодня Алга и вместе распутаем эту паутину истории. А напутано тут много. Пожалуй, ни одна достопримечательность Казани не связана с таким количеством тайн и домыслов, как озеро Кабан. Оно вообще рекордсмен по достижениям с приставкой «самый». Самое легендарное, самое большое, когда-то самое загрязненное, но обо всем по порядку. Итак, почему же все-таки Кабан? Основных версий тут две – романтическая и зоологическая. Когда на древний город Булгар пошел войной Тамерлан, спастись удалось буквально горстке людей. Среди них был и юный Кабан-бек, сын последнего булгарского правителя. Израненные и напуганные долго брели они по лесам и болотам, пока вдруг на рассвете заросли не расступились, и они не оказались на берегу кристально чистого озера. Омыли они свои раны озерной водой, и раны прошли, напились воды и прибавилось сил. Не захотелось беглецам расставаться с удивительным озером, и решили они основать здесь город, а само озеро назвать именем своего князя – Кабан. Вторая версия выглядит более логичной, но тем не менее споров вызывает много. По одной из теорий слово «кабан» восходит к древнему тюркскому корню «кап-куб», что переводится как «выемка в земле», «яма». Впоследствии так стали называть диких свиней. Они и в земле ямки копают, и облюбовали берег тогда еще безымянного озера. Со временем сложно выговариваемое «кап-куб» трансформировалось в более лаконичное «кабан». На мой взгляд, все-таки основание, вернее, этимология кабана связана с тем животным, которое мы называем кабан. На самом деле, по источникам мы это знаем, что в эпоху царицы Сюембеки здесь находилась ее резиденция, причем любимая резиденция. Здесь были богатые охотничьи места. Ну и, соответственно, очевидно, что именно озеро Кабан и получил такое название. И даже если упомянутый ранее Кабан-бек не назвал озеро в честь себя, легенды с ним связанные на этом не заканчиваются. Очередные недруги шли войной, и город, основанный нашим героем, покоряться им не пожелал. Одним ясным ранним утром его жители проснулись от странного гула и, собрав самое ценное, покинули свои дома. Как оказалось впоследствии навсегда, на глазах у изумленных людей гордый и непокоренный город ушел под воды озера Кабан. По легенде, татарская Атлантида и по сей день находится там, и в ясную безветренную погоду можно услышать из-под воды азан и увидеть блеск минаретов. О происхождении самого озера ученые высказываются удивительно единодушно. Около 70 тысяч лет назад произошел обвал карстовых пород, и на месте крупной излучины Волги образовалось будущее озеро Кабан. А вот версия легенд звучит куда эпичнее. Когда-то Касым-шейх привел сюда первых людей, и все, что они увидели – заросли, бескрайние болота и, возможно, те самые кабаны. Тогда святой старец расстелил свой бешмет и воззвал в молитве. Молился он долго, и затем, не сказав ни слова, взял за край свой бешмет и потащил за собой. И там, где он шел, прямо под его ногами болота превращались в озеро с кристально чистой водой. Судя по тому, что протяженность озера почти 10 километров, прогулка Касым-шейха слегка затянулась, но легенда непреклонна. Ну и, конечно, какой рассказ про озеро Кабан без упоминания его сокровищ. Как говорили древние, если клад не окутан тайной, значит это просто заначка. Так что, учитывая количество легенд, то, что покоится на дне Кабана, кладом может называться с полным правом. Итак, Иван Грозный с войском стоит под стенами Казани, и у каждого зажиточного жителя города возникает один и тот же логичный вопрос: куда прятать все нажитое непосильным трудом? Решено было ханскую казну опустить на дно озера. Так она была бы в зоне доступности тех, кто знает, по каким меткам ее искать, а вот врагу найти ее было бы очень затруднительно. Однако у этого плана был один, но существенный
существенный минус. Во время штурма Казани погибли почти все, знавшие тайну, а оставшиеся в живых спасались бегством, и им было уже не до сокровищ. Одна из легенд дает очень четкое указание того, как именно нужно искать клад. Для этого рано утром нужно выйти на берег озера, встать у ручья, который находится у истока кабана, выстрелить из лука вначале в левый берег, потом из того же лука выстрелить в правый берег, провести между двумя этими выстрелами воображаемую линию, и потом, видимо, туда нужно плыть, потом нужно нырять, а затем уже и копать, потому что глубина ила в некоторых местах достигает 15 метров. Ученые, правда, призывают не торопиться и включить логику. Зачем прятать ценности там, откуда достать их, даже зная точное местоположение, физически непросто. Можно закопать, замуровать в стене, зашить в стулья, наконец. А некоторые в своих предположениях идут еще дальше. Дескать, бочонки с драгоценностями в озере топили, но лишь для отвода глаз. И основную часть казны тайно ночью вывезли из города вначале в Крым, а затем уже и в Турцию. Возможно. Возможно, так оно и есть, но маловероятно. Маловероятно по той простой причине, что в 1551 году основные сокровища города Казани были увезены в Москву. Возникает очередной этап осложнения отношений между Казанью и Москвой. Иван Грозный захватывает правобережье Волги. Он готов возвратить правобережье Волги при условии, что казанцы выдают царицу с ее сыном Утемыш-Гиреем. Речь идет о царице Севимбике. Ну и согласно источникам, когда царица выезжала в Москву, принимал ее князь Серебряный. Вот. Ну и князь Серебряный четко пишет, что вместе с царицей в Москву было везено большое количество подвод, груженных златом и серебром. Что бы ни было спрятано на дне, озеро Кабан надежно хранит свои тайны, а легенды на ровном месте все-таки не появляются. Ведь когда мы говорим о кладе, то прежде всего имеем в виду не сундуки с золотом и даже не затонувшую татарскую Атлантиду, а само озеро – настоящее сокровище столицы Татарстана.